Здравствуйте, вы смотрите «Итоги недели». Сегодня расскажем о значимых событиях в нашей республике за последние 7 дней. В студии Элина Насырова, и вначале коротко о главном. Сила и мощь армии. Выстрел! Ради Хабиров поздравил танкистов с профессиональным праздником. Расскажем о работе башкирских военнослужащих сразу на 2 горячих направлениях в зоне СВО. Танковые войска все же сохранили свое лицо как главный ударный кулак вооруженных сил России. Выход за полуостров. Мы получили 13,5 миллиардов рублей. Что это даст? Ну, во-первых, открывает возможности построить более 6 миллионов квадратных метров в Зауфиме. В Зауфиме отстроят целый город-спутник. Но прежде власти приведут в порядок систему водоснабжения и водоотведения. Уже сейчас идут конкурсные процедуры. Монтажно-строительные работы начнутся в 2026 году. Требует ли красота жертв? Они мне попытались сделать микротоки прямо на это место, прям место гематомы. Мне было очень больно. Рынок косметологических процедур стремительно растет, но порой последствия приводят совсем не к такому результату. Что делать и как не дать себя обезобразить? Любые вмешательства в организм должны быть обоснованными, безопасными и, самое главное, осознанными. Офис, не выходя из дома. Выстраиваем поведение пользователя на этой схеме и позволяем быстрее пользователю получить то, что он хочет. Возможности неограниченного дохода и работодатель из любой точки мира. В честь Дня программиста расскажем, как работают IT-специалисты. IT-индустрия прошла огромный путь. Программирование – это локомотив современной экономики, требующий все больше квалифицированных кадров. Каждое второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают танкисты. Сила и мощь нашей армии. С профессиональным праздником всех причастных поздравил глава республики. Он отметил, что именно они в значительной степени предопределили победу в Великой Отечественной войне. Стойко и мужественно бьются с врагом и теперь входят в специальные военные операции. На боевом дежурстве военнослужащие танкового батальона имени Героя Советского Союза Сергея Зорина, а также солдаты 90-й гвардейской танковой дивизии. Цитата. Их девиз: «Честь моей части, часть моей чести». Очень точный и убедительный. Парни четко и самоотверженно выполняют свою работу, приближая нашу победу. Современные танки позволяют стрелять как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Об эффективной и точной боевой работе башкирских бойцов в зоне СВО репортаж нашего военного корреспондента Азат Садреева. Даже свой профессиональный праздник танкисты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» на боевом посту обеспечивают огневую поддержку российским штурмовикам на Покровском направлении ДНР. Боевые задачи могут поступить несколько раз в день. Экипаж в машине. Знания, полученные в Казанском танковом училище, и боевой опыт с первых дней СВО позволяют замкомандиру батальона с позывным «Башкир» грамотно руководить экипажами. Большинство его ребят отмечены орденами мужества и другими госнаградами. Мы работаем на дальность до 12 километров. Бывает в некоторых случаях, что до линии ЛБС подъезжаем на 4 километра, на 5 километров. Понятно, что заранее подготавливаем огневой рубеж, тщательно производим маскировку. Когда машина с ЗОПа работает, 2 линии обороны, стрелки с ружьями обороняют машину на случай, если будет атака с дронов. Модернизированные танки Т-80 позволяют выполнять самые сложные задачи на передовой. Неоднократно экипажам приходилось выходить и на прямую наводку.
Зависит все вместе. И от слаженности экипажа, и от технических характеристик. Потому что это экипаж, это как одно целое получается. Машина это очень хорошая, ведет себя в бою очень надежно. Были случаи, конечно, что выезжали там со стороны противника, тоже выкатились танки. Начался бой, вступили в бой. Поразили. Пехота успешно зашла, взяли лесопосадки. Экипаж танка 3 человека. Командир, наводчик и механик-водитель. Каждый знает свою работу, что позволяет эффективно выполнять задачу в условиях, когда на счету каждая секунда. За счет газотурбинного двигателя, который на данных машинах стоит, 1250 лошадиных сил, она очень маневренная, то есть в повороты везде все хорошо, быстро заходит по сравнению с другими машинами. И скорость набирает быстро. И еще один плюс, когда идешь на противника, тебя не слышно. Шумно работает? Да, звук только слышно сзади. На прямой наводке орудие, можно сказать, бьет очень в точку прям. С 10 километров с закрытых огневых позиций, то есть можем попасть до, допустим, 2 метра на 2 метра спокойно попадаем, то есть с 3 выстрелов. Но здесь еще то, что автоматическое заряжание, наверное, тоже плюс большой, да? Наши танки компактнее за счет того, что механизм заряжания имеется, то есть нету лишнего заброневого пространства свободного, которое нужно по 4-го человека. Все гораздо компактней и быстрее заряжает, то есть и на ходу не устает, и стабильное заряжание. И все же без 4-го человека танкистам порой не обойтись. Работу экипажей даже в ночное время суток корректируют операторы беспилотников с тепловизорами, что повышает эффективность каждого выстрела. Таранить дронов противника и нашим танкистам корректировать по целям, получается, куда они будут работать. Первый снаряд они снимают, корректировкой у них. Пристрелочный, да. И поэтому снаряды уже основные здесь, куда именно работать, они корректируют. Получается, операторы и БПЛА, и танкисты, как одна связка работает здесь? Да. Операторы, да, глаза танка, получается. Несмотря на то, что характер боевых действий больше сместился в сторону беспилотных летательных аппаратов, танковые войска все же сохранили свое лицо как главный ударный кулак вооруженных сил России. Танкисты группировки войск «Центр» готовы выполнить любую задачу, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. На Краснолиманском направлении ЛНР также успешно действуют бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина, входящего в состав мотострелкового полка «Башкортостан». У каждого подразделения свои задачи и свой фронт работы, но цель одна. Победа будет за нами! Ура! 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 Выстрел! Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Донбасс. «239 депутатских мандатов будут замещены в ходе этой избирательной кампании. Сегодня в Башкортостане состоялся единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов представительных органов местного самоуправления. В городах Белорецк и Бирск, а также в селе Юматово Уфимского района прошли основные выборы. В других же муниципалитетах дополнительные. Ровно в 7 утра по всей республике открылись 256 избирательных участков. Свою работу они завершили в 21:00. Сейчас начался процесс подсчета голосов. В единый день голосования в Башкортостане работал ситуационный центр общественного штаба по наблюдению за ходом выборов. Его задачей было обеспечение открытости и честности избирательного процесса. Я сегодня принимала участие в голосовании, в выборах. Для меня это очень важный день. Мы проголосовали за депутата. Надеемся, что он будет участвовать в жизни города, принимать хорошее участие. Благоустройством будет заниматься. Для тех, кто в силу возраста или здоровья не смог прийти на избирательные участки, было организовано голосование на дому. Так, в Белорецком районе представители избирательной комиссии побывали у 100-летнего участника Великой Отечественной войны Ивана Фадеева. А вот Виталину Рылову поздравили с 90-летним юбилеем. Она в свой день рождения тоже проголосовала на дому.
Сегодня очень важный день для наших горожан. Происходят выборы депутатов в городское поселение. Депутаты все-таки являются связующим звеном между населением и муниципальной властью. Считаю выборы эти необходимыми, потому что непосредственная наша работа как муниципальных служащих тесно взаимосвязана именно с депутатами. Власти Уфы построят систему водоснабжения и канализации в районе Зауфимья. На строительство коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета уже выделили более 13,5 миллиардов рублей. Это откроет путь для многоэтажного строительства на тех территориях, где сейчас преимущественно возводят частные дома. К слову, вопрос развития башкирской столицы за реками Белой и Уфой в администрации города рассматривали еще десятки лет назад. Но только сейчас власти смогли добиться финансирования проекта. Его реализуют в 3 этапа до 2030 года. Детали в сюжете Нелли Нуреевой. Вот он около 7 метров, насколько я знаю. То есть центрального здесь водоснабжения нет. Как и канализации, большая часть жителей Зауфимья пользуются колодцами и Шамбо. А это более 10 населенных пунктов. Жить можно, но есть и неудобства. Я делала анализ воды и очень высокую жесткость показала. Пить, конечно, такое не рекомендовано. В целом для технических нужд пойдет. Сантехника летит, плюс посудомоечная машина, стиральная машина. Это, конечно, износ быстрее. Но даже эти причины не останавливают любителей загородной жизни. Благодаря развитию логистики, реконструкции улицы Пугачева, Нагаевского переезда и строительства восточного выезда, перспективные территории Зауфимья активно застраиваются. Земля в Уфе фактически закончилась. В центре ее практически нет, и все, что могли, уже застроили. Поэтому действительно мы понимаем, что основная стройка по МКД, по крупным строениям, будет уходить сейчас на окраину Уфы. На Зауфимье, так скажем, Уфимский, Иглинский район, они реально сейчас самые перспективные. Есть только небольшой минус, то, что мы пока можем строить там только малоэтажные дома. Потому что нет центрального водоснабжения и канализации. Но теперь это лишь вопрос времени. Власти Башкортостана получили сразу 2 федеральных транша на строительство объектов коммунальной инфраструктуры Зауфимья в столице республики и Уфимском районе. Мы получили 13,5 миллиардов рублей. Что это даст? Во-первых, открывает возможности построить более 6 миллионов квадратных метров в Зауфимье. Но представляете, это такой небольшой сателлит будет. Но важнее даже может быть другое. У нас все-таки и Нагаево, которое разрослось уже огромное, и Акбердино, и Шмитово, и Зинина, вот эти все населенные пункты, они испытывают достаточно серьезный дефицит воды. У нас есть возможность наладить всю ситуацию с водоснабжением там, чтобы качественная вода была, и наладить, соответственно, водоотведение. Если в цифрах, это почти 1 миллион жителей, которые, что называется, на себе почувствуют проводимые изменения. Работы пройдут в 3 этапа до 2030 года. Первые 2 предусматривают строительство сетей водоснабжения общей протяженностью более 100 километров, 3 водонапорные станции с резервуарами чистой воды, реконструкцию Князевского водозабора, строительство 28 километров сетей водоотведения и сооружение 2 канализационно-насосных станций. Уже сейчас идут конкурсные процедуры. Монтажно-строительные работы начнутся в 2026 году. Вода пойдет у нас в первую очередь доходит до Шакши, до Гвардейской. Запитаем мы Шакшу уже. Дальше она идет по нашей территории и часть по Уфимскому району. Новую систему строят существующие сети. И это, как говорят специалисты, поможет улучшить качество водоснабжения в Уфе в целом. Основная концепция водоснабжения всей территории Зауфимья включает в себя не только обеспечение потребителей данной территории, как существующих, так и перспективных, питьевой водой необходимого количества, но и также обеспечение безопасности и надежности работы системы, которая предусматривает снабжение не только с водозаборов в северной части, но и подключение с водозаборов в южной части. То есть, получается, у нас идет закольцовка между 2 основными водозаборами нашего города. Такая же система у нас была применена при реализации проекта водоснабжения микрорайона Забелье. Забелье – это другой масштабный проект, который сейчас на завершающей стадии. На его реализацию было выделено порядка 24 миллиардов рублей. Район Забелье – это все, что находится за Белой, начиная от цветов Башкирии и кончая 8 марта. Район активно сегодня застраивается многоэтажными домами. Буквально в последние годы решился вопрос тоже по водоснабжению и по водоотведению. И район Зауфимья. Зауфимья, еще раз повторяюсь, это все населенные пункты, начиная от Шакши до Нагаева.
Масштабное строительство коммунальной инфраструктуры откроет путь для многоэтажного строительства в Зауфимье. Начнут строить и объекты здравоохранения, образования, социального обеспечения. На территории Зауфимья предусмотрено строительство порядка 40 школ, 80 детских садов и 20 ФАПов. Развитие новых территорий даст толчок и для крупных бизнес-проектов. В рамках нашей заочной кампании предусмотрено развитие там не только так называемых коттеджных поселков, жилых массивов, но и мест приложения труда. Это рекреационно-туристические объекты, это объекты образования, это объекты промышленности, логистический комплекс. Все, что необходимо для комфортного развития уфимской агломерации и города Уфы. К 2040 году власти намерены привлечь на развитие новых территорий более 20 миллиардов рублей внебюджетных средств. В планах создать порядка 3500 рабочих мест и обеспечить объем дополнительных налоговых поступлений в казну. А это мощный импульс для развития Башкортостана в целом. Наиля Нуреева, Шамиль Каримов и Аяз Хабибуллин. Итоги недели. Последние годы сфера бьюти-индустрии идет семимильными шагами, но порой желание омолодиться влечет за собой серьезные проблемы. После похода к косметологу, как предполагает уфимка, у нее начался некроз тканей. Девушка винит во всем мастера. Однако и здесь всплыли свои нюансы. Оказанная услуга была в разы дешевле, чем во многих других клиниках. Стороны конфликта устроили публичное выяснение отношений в социальных сетях. Мы решили разобраться, к чему быть готовым, посещая кабинет красоты, и на что обращать внимание при выборе специалиста. Репортаж Алии Ильтубаевой. Фото, сделанное в день процедур, а это уже на следующий. С момента введения ботокса прошло больше 2 недель, а на лице Аделины Хадеевой до сих пор покраснение и высыпание. Девушка винит во всем известного уфимского косметолога. После ботулотоксина бьюти-специалист, не поясняя, ввела и биостимулятор, что, возможно, и вызвало реакцию. На месте девушку успокоили, синяки пройдут через 3 дня, но стало только хуже. В итоге она просто уже глубоко мне шприц воткнула. Было больнее, чем просто ботокс. И для меня уже показалось что-то чем-то странным, потому что до этого, когда я делала ботокс, такого не было. И она мне говорит, это полимолочная кислота. То есть я не понимала, что это такое. И даже не спросила в этот момент, зачем вы мне это сделали. Я просто ушла. На следующий день косметолог вколола ей препарат, который должен был ускорить заживление, и в качестве извинения вернула деньги за процедуру. Они мне попытались сделать микротоки прямо на это место, прямо место гематомы. Мне было очень больно. И я пошла к ее тренеру по полимолочной кислоте. Она говорит, это свидетельствует о том, что начинается некроз. Либо там она сказала некрозик, то есть верхних тканей пока что. 2 недели хожу с таким лицом. У меня не было ничего, никаких шрамов. То есть там единственная мимическая морщина, которая настолько меня не смущала, что есть сейчас. Лучше бы я с ней ходила, чем так. В госбольницах врачи только разводили руками, а другие косметологи твердили Аделине, что налицо признаки ишемии. И нужно идти в частные клиники, где и поставили диагноз – сосудистое осложнение. Средства на лечение, к слову, переводила та самая косметолог. И платила за диагностику, чтобы ей диагностировали, что у нее там. Все на этом. Это не признание вины. У меня есть все скрины, все переписки, что я признала, что я поставила ей синяк. Такое бывает. Почему она не указывает, что там клиника приложила свою руку каждый день, и там что-то то кололи, то пиявки сами. Вообще это такое можно разве? Пиявки сами по себе дают гематомы, ожоги и аллергическую реакцию на их слюну. По обращению Аделины Хадеевой организовали проверку о ненадлежащем оказании косметологических услуг. С развитием бьюти-индустрии подобные случаи участились. 3 года назад в Уфе женщина чуть не умерла после процедуры омоложения, которая закончилась некрозом тканей и атрофическими рубцами. Для другой жительницы башкирской столицы подтяжка лица обернулась глубокими впадинами на щеках из-за сильного воздействия аппарата. Дамы, желая сохранить молодость, зачастую губит ее, не соблюдая рекомендации или обращаясь к некомпетентным специалистам, при этом значительно теряя в финансах. Если вы почувствуете резкий дискомфорт или очень сильный нагрев, вы мне сразу же об этом сообщаете, чтобы мы могли отрегулировать параметры. За внешним видом Оксана Геслер следит тщательно, как и за выбором места процедур, и отдает предпочтение безоперационному омоложению. Я пришла на процедуру омоложения
подтяжки на аппарате Вольюмер. Клинику выбирала долго, осознанно. Для меня очень важно мое здоровье. Важно, что в данной клинике есть разрешение медицинское, специалисты с медицинским образованием. Ну и поэтому выбор пал сюда. Один из пунктов того, в чем обязательно нужно убедиться перед посещением. А уже находясь на месте, следует оценить чистоту и стерильность приборов. Все внимание косметолога должно быть направлено на клиента, делится специалист с 15-летним стажем Светлана Русина. Только на первичные консультации женщина тратит не менее часа. И лишь с результатами анализов и списком противопоказаний приступает к процедурам. Показать обязательно сроки годности у препаратов. К тому же на каждый препарат врач должен пройти соответствующее обучение, чтобы уметь работать на нем. Сама, как потребитель, понимаю, что рекомендации и на специалиста, и его опыт – это очень важно. И, конечно же, последующее сопровождение. То есть все вот эти вот моменты – это как бусинки ожерелья. Как отметила врач, старение организма начинается с 25 лет. Но для поддержания красоты не обязательно делать инъекции. Можно заняться профилактикой, придерживаясь правильного образа жизни и используя уходовую косметику. Есть такое понятие, как превентивная косметология. Это косметология для того, чтобы задержать естественные процессы старения и сделать их выраженность менее заметной. Кожа – это всего лишь внешнее отражение того, что происходит внутри. У нас есть такие уникальные инструменты, как собственные руки. Мы можем делать самомассаж, мы можем правильно наносить крем. И именно незнание других приемов ухода за собой порождает безумное обращение за рядом инъекций. За что, конечно, спасибо организм не скажет. Говоря о произошедшем инциденте, женщины лично уже не контактируют, периодически продолжая комментировать ситуацию в соцсетях. А пока следствие разбирается в деталях, вокруг этой истории разгорается нешуточный ажиотаж. Случай стал тревожным звонком для всех, кто так или иначе стремится к совершенству. Красота не должна требовать жертв в прямом смысле этого слова, а здоровье превыше всего. Поэтому важно помнить, что любые вмешательства в организм должны быть обоснованными, безопасными и, самое главное, осознанными. Алия Эльтубаева, Артур Ханов, Родион Матвеев, Азат Ишбулатов. Итоги недели. Уфа. Миллионы строк кода, часы за монитором и бесконечный поиск решений. По всей стране отметили День программиста. Праздник тех, кто создает цифровую реальность, в которой мы живем. Это, пожалуй, самая развивающаяся сфера, где к тому же быстро растущие зарплаты. Кто они, современные IT-гении, и что их вдохновляет на создание новых технологий? Моя коллега Ирина Кальянова пообщалась с опытными мидлами и с начинающими джуниорами. Подробности далее. Выстраиваем поведение пользователя на этой схеме и позволяем быстрее пользователю получить то, что он хочет. Его офис находится прямо у него дома. Не вставая из-за стола, Данил Хасанов разрабатывает технологический проект для московской компании. Созданная программа помогает бизнесу находить новых клиентов, ориентируясь на их поведение в виртуальной сети. К своим 22 он уже сменил несколько компаний и повысил уровень IT-навыков. В программировании есть не то, что какие-то должности, а как бы уровни, как в игре. Это junior, middle, senior. Сейчас оцениваю себя на middle плюс, наверное. Потолка в зарплат в IT нет, не существует. Платят по навыкам, кто-то может бесконечно оставаться постоянным джуниором, да, который просто вот перекладывает, грубо говоря, от одного места до другого коробки. Кто-то наоборот хочет расти, кто-то берет на себя более сложные задачи. Сфера программирования – одна из самых востребованных на рынке труда. IT-направление используется во всех отраслях экономики, будь то промышленность, нефтяной сектор или даже сельское хозяйство. Ежегодно более 2000 абитуриентов выбирают именно эту сферу. Студентов привлекают высокие зарплаты и большой спектр возможностей вне учебного процесса. Первый курс у меня был сначала проект, студенческий стартап, мы готовились. Тема у нас была компьютерное зрение, в переработке мусора. Мы подготовили, в принципе, проект, готовый продукт уже был, именно в программной части. Для нового поколения программистов доступны гранты и программы поддержки стартапов. Такие меры помогают студентам реализовывать проекты на основе своих научных и технологических исследований. Так открываются возможности зарабатывать на любимом деле. Здесь присутствует прототип мехатронной системы, которая позволяет выдавать таблетки в больнице по назначенному врачом лечению для приема пациента.
Вот один из наглядных примеров. Студентка нефтяного университета с помощью 3D-принтера создала макет цифровой таблетницы и разработала программу, которая напоминает пользователю о приеме препаратов. Проектом уже заинтересовалась железнодорожная больница. Мы, прежде всего, нацелены на то, чтобы студенты самостоятельно разрабатывали, во-первых, самих роботов, а во-вторых, систему управления этими роботами. Количество сотрудников IT-компаний в Башкортостане за 5 лет выросло почти в 10 раз. Все большее количество людей самостоятельно проходят курсы по программированию и работают удаленно по этому направлению. Средняя зарплата у таких специалистов – 160 тысяч рублей. Разумеется, все связанное с цифровыми технологиями имеет для нас критически важное значение. Те процессы, которые постепенное внедрение информационных технологий, то мы здесь достаточно крепко себя чувствуем, и в этом плане все нормально у нас. В республике активно действуют меры поддержки IT-компаний и их сотрудников, которые, к слову, могут рассчитывать на льготную ипотеку под 6% годовых. За время ее действия жилищные условия улучшили более 1500 специалистов. От компьютеров, занимавших целые комнаты, до приложений в наших смартфонах, IT-индустрия прошла огромный путь. Программирование – это локомотив современной экономики, требующий все больше квалифицированных кадров. Теперь с помощью инновационных технологий можно решать сложные задачи, не выходя из дома. Ирина Кальянова, Артур Хуснудинов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. С сентября гостиницы, базы отдыха и кемпинги, не прошедшие обязательную аккредитацию, не могут принимать клиентов, в том числе сотрудничать с туроператорами и размещать рекламу на онлайн-сервисах бронирования отелей. Порядка 90 объектов в Башкортостане не прошли процедуру самооценки. Их могут исключить из агрегаторов, а также прекратить свою деятельность. По словам экспертов, такие изменения призваны повысить доверие туристов и сделать рынок более прозрачным. Даниил Байков продолжит тему. Этот домик у нас рассчитан на семью из 4 человек. И таких семейных круглогодичных домиков на территории эко-отеля в деревне Уразбахты Караидельского района 8. Их сдали этим летом. Они оснащены кухонным оборудованием, кроватями, диванами, кондиционерами. Приезжают сюда отдохнуть жители из разных частей Башкортостана, в том числе из соседних регионов. Река, чистый воздух. Что еще нужно туристам? Решила юбилей свой 30 лет мне исполнилось. Мне очень здесь нравится. Здесь, в общем, мы в Караиделе всегда бываем, а здесь первый раз. Тут очень классно. С 3-месячным ребенком прямо здесь мы кайфуем. Очень тепло. Вчера в Чане были. В нашей Башкирии то, что вот открываются такие места, где можно отдохнуть прекрасно со всей дружной компанией. Да. Это вместе с семьей. Вместе с семьей. Время провести. Да. Это развивается в Башкирии хорошо. Параллельно с расширением базы отдыха ее работники плотно занимались вопросами аккредитации организации. Причем процесс, говорят, длился около 3 месяцев. Мы прошли аккредитацию, начали где-то в мае. Закончили в августе. Лето у нас очень большая проходимость. До 100 человек база вмещает. Люди приезжают у нас и не один раз, и по 2, и по 3. До 1 сентября всем владельцам гостиниц и баз отдыха необходимо было зарегистрироваться в едином реестре Росаккредитации, чтобы пройти процедуру самооценки. Важно предоставить все документы и получить уникальный идентификационный номер. За невыполнение требований федерального закона предусмотрены санкции. Представителям бизнеса грозит приостановка деятельности отеля, а те, кто не прошел регистрацию, ждут штрафы. Самый максимальный – это 450 тысяч рублей для предпринимателей и юридических лиц. В Башкортостане сейчас свыше 500 баз отдыха, гостиниц и глэмпингов. Более 400 из них успешно прошли проверку. Чиновники отмечают, риски для малого и среднего бизнеса реформа не несет. Задача данной реформы, помимо всего прочего, что я перечислил ранее, для самого предпринимателя просто выйти из тени, показать, кто он, что он и то, что он подтверждает себя как то или иное средство размещения. Конечному потребителю будет гораздо удобнее сразу увидеть то, куда он хочет поехать без обмана, без приписок, а здесь все честно. Около 90 объектов не прошли обязательную процедуру самооценки, а значит, по закону они не могут принимать клиентов. В том числе сотрудничать с туроператорами и размещать рекламу на онлайн-сервисах бронирования гостиниц. На личный контакт многие представители баз отдыха выйти отказались. Но мы связались с работниками одного из отелей под Уфой. Администраторы о вопросе аккредитации даже не в курсе. Только руководство, да. Если переговорить, либо там что-то рассказать, вам не только руководство. Руководитель, к сожалению, он пока не в России.
Работники другой гостиницы знают о нововведении. Вот только состоит их гостиница в реестре или нет, уверенно сказать не могут. Через сайт проходили они какой-то. Угу. А так уже прошли, да, получается? Да. А до какого числа успели пройти, не помните? Вот они говорили, что вот до сроков надо успеть, и когда я спрашивала, мне сказали, что успели. В первую очередь, гостиничная реформа призвана обезопасить клиентов от недобросовестных ательеров. Ведь порой при заселении туристы получают совсем не то, что было на красивых фотографиях при бронировании. Реестр – своеобразная гарантия того, что заведение соответствует всем требованиям. И на стоимости проживания это никак не должно отразиться. А вот хорошие оценки и официальный статус – дополнительный бонус региону как привлекательного для еще большего числа туристов. Даниль Байков, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. Ради Хабиров подарил двум мальчишкам из Башкортостана прыжки с парашютом. Ильназ Давлетов и Максим Назаралиев встретились с главой республики в прошлое воскресенье на слете для детей с особенностями развития территории героев. И вот спустя всего неделю ребята шагнули в голубую бездну. Как это было, расскажет Динара Таймасханова. Расслабься, выдохни. Все, выйти просто. Так, нос нормально у тебя дышит? Уши не заложены? Проверка перед полетом не такая строгая, как у профессионалов. Однако крепкое здоровье, чтобы прыгнуть с парашютом, иметь тоже необходимо. Врач задает вопросы, проверяет давление. Оба юноши, Ильназ Давлетов и Максим Назаралиев, по его заключению, готовы бороздить небесные просторы. Уже более 5 лет, но не меньше точно, я мечтаю прыгнуть с парашютом. Вообще, я увидел то, что можно прыгнуть с парашютом, в интернете увидел, спросил у родителей. И папа сказал то, что вот 18 будет, прыгнешь. Но на тот момент у меня еще были руки. История Ильназа Давлетова из Туймазов – это история большого мужества маленького мальчика. 3 года назад во время игры в футбол он получил удар током в 10 тысяч вольт, доставая мяч из трансформаторного щита. Школьнику ампутировали обе руки, он перенес 6 операций. А сегодня Ильназ – 7-кратный победитель всероссийских соревнований для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. В прошлое воскресенье оба мальчика, Максим, Ильназ и еще 130 школьников встретились с главой республики на слете в парке «Патриот». От Радия Хабирова во время общения прозвучало предложение, от которого было невозможно отказаться. Максим, сколько лет тебе? 13. А кто-то здесь есть, родители? Вы, да? Ему хочешь прыгнуть с парашюта? Да. Попробовать. Ну, так можно, если... Можно в тандеме с инструктором прыгать, начиная с 7-8 лет. Так что тебе уже вполне вот можно. С мамой посоветуйся. Вот, я пока здесь. Мама, вы подойдите к ребятам, вот волонтерам потом. Если он решится, то мы с Алексеем ему организуем прыжок в тандеме. Так мальчики и оказались этим воскресным утром в Кушнаренковском районе. Для прыжка в скай-центре им предоставили инструкторов. Самыми взволнованными оказались те, кто не летит – родители. Я еще утром уговаривала, может, не поедем? Он, поедем. Все. Какими чувствами отпускаете в полет? С чувством гордости за своего сына. Молодец. Горжусь, потому что это... он сам, он как бы не побоялся и сразу сказал, вот, что там полетать? Вот такое было у нас впечатление. Ильназ много раз совершал перелеты на самолете, Максим никогда. А вот прыжок дебютный для обоих. На самолете Ан-2 наши отважные парни взмоют ввысь на высоту 2,5 километра. Время свободного падения 25-30 секунд. Погода была благосклонной к парашютистам, ни ветра, ни дождя. Их эмоции запечатлели камеры GoPro. Перед прыжком оба сохраняли спокойствие и позитивный настрой.
Все управление взяли на себя инструкторы. Парням нужно было поймать волну и насладиться моментом, даже перезагрузиться таким необычным способом. Первыми приземляются спортсмены, участники Кубка Республики Башкортостан памяти Александра Котенкова. Следом на посадку идут Ильназ с Максимом. Их прыжок был с высоты на полкилометра выше. Аж будто бы ты дышать не можешь, ты просто летишь, а потом, когда парашют раскрылся, там уже можешь дышать, все. Впечатления очень отличные. Хочу еще записаться сюда еще по прыжкам. Эмоции? Летать. Эмоции замечательные, не передать аж словами. А еще я попросил в тот момент сальто же сделать. Мы сделали сальто, это прям было нечто. Хочешь еще прыгнуть? Да, конечно. Очень еще хочу прыгнуть. Выражаю огромную благодарность Радию Фаритовичу Хабирову за прыжок, за подарок. Спасибо большое моему инструктору. Молодец, я тебя поздравляю. Спасибо. Большой Спасибо молодец. большое вам. Ребята получили карточки парашютистов. Их можно заполнять после каждого прыжка. А еще в честь соревнований в Скай-центре ребятам вручили медали. Как напоминание, все цели, даже самые высокие, исполняются. Нужно только в них верить и к ним идти, а порой даже лететь. Динара Таймасханова, Роберт Давлетбердин, Владимир Макаров. Итоги недели. На неделе в Москве прошла встреча министра спорта России Михаила Дегтярева и главы республики Радия Хабирова. Обсудили основные вопросы развития спорта в регионе и проведения крупнейших состязаний. Башкортостан сегодня соблюдает все стандарты развития спортивной отрасли, установленные президентом России, и удерживает позиции в числе спортивных лидеров страны. По итогам 2024 года 62% жителей систематически занимаются спортом. Уровень обеспеченности объектами превысил 75%. Также Михаил Дегтярев вручил Радию Хабирову одну из старейших ведомственных наград Минспорта «Отличник физической культуры и спорта». Главный вопрос, который нам был очень важен, мы доложили, как у нас по бизнес-спринту, то есть по частно-государственному партнерству идет строительство объектов. У нас сейчас 6 объектов мы строим. Это крупные спортивные объекты в Нефтекамске, Столитамаке, в Октябрьском, в Уфе. Второе и, наверное, самое главное, это, конечно, вопрос, по которому есть поручение президента, это строительство легкоатлетического манежа. Сейчас вот как раз решается в рамках всех бюджетных процессов, которые идут, нам нужно финансирование открывать. Вот борьба за это идет, и Михаил Владимирович нас здесь поддерживает. И 2 больших соревнования. Первые игры, детские игры СНГ среди детей с ограниченной возможностью здоровья у нас состоятся в декабре. Но и самое главное всероссийские соревнования – это игры сильнейших, спартакиада сильнейших. Она состоится в 2026 году и 2028 пройдут у нас. Ну а этой осенью Уфа вновь станет площадкой для сразу нескольких крупных соревнований по боксу. В октябре состоится финал турнира, на котором сформируют сборную Башкортостана на 2026 год. Сейчас в районах республики завершился зональный этап соревнований. А в сентябре на ринг выйдут башкирские звезды. Артур Субханкулов, Азали Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Израилов сразятся на турнире ABA Pro 10. О развитии бокса в республике в нашем следующем сюжете. По часовой против часовой и в обратную сторону. Фирменные приемы, нюансы подготовки и просто упражнения для разминки. Зональные соревнования по боксу среди жителей Зауралья стартовали с зарядки от легендарного Дениса Лебедева. К нему присоединились звезды башкирского спорта. Среди них участник Олимпийских игр в Токио Данис Латыпов, чемпион России и мира среди студентов Нияз Файзулин и другие. Мне понравилось, что было вовлечено более 500 человек. Все были, и спортсмены, были и обычные люди, и взрослые, и маленькие, и даже были бабушки и дедушки. Мне нравится настрой этого города, настрой на позитив, на спорт. Соревнования по боксу стартовали одновременно по всей республике. Лучшие спортсмены в своих зонах уже в октябре примут участие в финальном этапе в Уфе. Именно тогда определится состав сборной Башкортостана на следующий год. Я был рад, когда узнал, что Денис Лебедев, когда приезжает в Баймак, очень обрадовался и хотел
уже проявить себя на ринге, чтобы обо мне он увидел, как я боксирую. Во-первых, это самооборона, и во-вторых, у меня интерес появился к этому спорту. Охота была тут уже показать себя, проявить везде, чтобы обо мне все узнали. Впрочем, и в республике достаточно своих примеров для подражания. Одним из самых именитых представителей башкирского бокса стал Валерий Лимасов, который сумел подняться на мировой Олимп. Уроженец Уфимской Черниковки дебютировал на 21-х Олимпийских играх и даже пошатнул на ринге одного из королей бокса – Шугара Рея Леонарда. Попадает, правда, сейчас Лимасов. Опять одиночный, да, это поскользнулся американский боксер. Отчасти путь Лимасова повторяет и боец Артур Субханкулов. Как и земляк, действующий боксер выступает в похожей категории и имеет за плечами титул чемпиона Европы. В апреле башкирский спортсмен единогласным решением судей победил австралийца Ибрагима Баллу. А уже в этом месяце ему предстоит сразиться с соотечественником Тиграном Узляном. Бой состоится в рамках турнира, который пройдет 26 сентября. Очень серьезный соперник, очень сильный. Посмотрел его бои, выиграл таких топовых боксеров российского бокса. Проиграл он единожды только призеру чемпионата мира таджику Усмонову. Но настраиваюсь на бескомпромиссную битву, скажем так. Данису Габдрафикову в 8-раундовом поединке в полусреднем весе будет противостоять непобежденный казахстанец Тимиржан Баймалда. Данис свой предыдущий бой также провел в апреле на турнире IBA Pro в Уфе. Тогда он победил Александра Хохлова и завоевал серебряный пояс чемпиона России. Настраиваюсь на бой полноценно, с полной самоотдачей. По моему лицу видно, мы уже готовимся в полной мере, проводим боевую практику, спарринги, на снарядах работу. Бой очень ответственный и надеюсь порадовать, как всегда, любимую публику. Двукратная чемпионка России, победительница Игр Брикс Азалия Аминева в 6-раундовом поединке в весе до 67 килограмм встретится с соперницей из Турции. Азалия дебютировала на профессиональном ринге в августе прошлого года и за это время успела провести 3 успешных поединка в рамках IBA Pro в Уфе. Изначально планировалась другая соперница, тоже родом из Турции. Мы изучали ее регалии, смотрели ее поединки, но совсем недавно нам поменяли соперницу, тоже родом из Турции, но мы не знаем, кто это. Мы не нашли ее ни регалий, ни поединков, поэтому для нас это получается как кот в мешке. Сюрприз, поэтому мы готовимся намного усерднее, лучше, потому что мы не знаем, что будет за соперница. В предстоящем турнире IBA Pro 10 также примет участие еще один башкирский боец Бекхан Исраилов. Уфа за последние несколько лет стала постоянным местом проведения крупных событий в профессиональном боксе, а успешные выступления башкирских спортсменов только подогревают дополнительный интерес к предстоящему турниру. Полина Затолокина. Итоги недели. Сразу после нас авторская программа моего коллеги Руслана Шарафутдинова «Между нами». Он расскажет о ключевых событиях недели в контексте своего мировосприятия. Ну а затем в эфире телеканала БСТ программа «Республика Лайв». В этом выпуске подробности рабочей поездки Радия Хабирова на Донбасс к месту временной дислокации подразделения 12-й отдельной инженерной бригады. Детали через несколько минут. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафутдинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». На минувшей неделе Радий Хабиров встречался в Москве с федеральным министром спорта Михаилом Дегтяревым. И понятно, что это не просто встреча ради встречи, каким бы приятным не было общение. И не просто чаю попить. И даже не ради престижного и заслуженного почетного знака отличника физкультуры и спорта Российской Федерации. Каждая такая встреча на российском уровне – это решение предметных вопросов, новые реализованные проекты и включение в федеральные программы. Если ты всерьез рассчитываешь на бюджетные транши, тут крутиться надо. Под лежачего руководителя финансирование само не потечет. И Хабиров с его неубывающей энергией использует каждую возможность пролоббировать интересы республики и требует того же от всех своих министров.
максимально использовать региональную квоту всех федеральных программ – экономических, социальных или гуманитарных. Какой бы сферы это ни касалось, сегодня все важно, все нужно, все в приоритете и на все нужны деньги, которых, честно говоря, сегодня в региональных бюджетах сильно не хватает по понятным причинам. И не только в Башкирии, но и по всей стране. Поэтому приоритетная задача от Хабирова всем нашим ведомствам на максималках вгрызаться своими грамотными заявками во все ресурсные федеральные программы, будь то капитальный ремонт школ и детсадов, строительство спортивных объектов, это как раз к министру спорта Дегтяреву, программа комфортной городской среды, это преображение наших малых городов от Бирска до Баймака, инфраструктурные казначейские кредиты от правительства России, откуда мы совсем недавно получили 8,5 миллиардов рублей на развитие инженерных коммуникаций для Зоофимья, или конкурс президентских грантов среди НКО на развитие гражданского общества, где Башкирия, между прочим, входит в тройку по стране. Перечислять можно долго. За активное участие заявками в этих программах Хабиров учиняет строгий спрос с подчиненных. Если кто-то не справляется, первый выстрел предупредительный, второй на поражение, то есть на выход. Поэтому каждая поездка в Москву – это для дела, для какого-то конкретного социального или инфраструктурного объекта и проекта. Сегодня активная работа в Минздраве России, завтра грандиозный республиканский кардиоцентр. Сегодня плотное общение с федеральным правительством и Минтрансом, послезавтра башкирский участок трассы М-12 «Восток». Сегодня встреча с министром спорта Дегтяревым, завтра завершение строительства легкоатлетического манежа и училища Олимпийского резерва в Уфе. Конечно, я немного упрощенно изложил, но схема именно такая, и по-другому сегодня, друзья, это не работает. Особенно получается выстроить диалог с теми федеральными министрами, кто тоже тянул суровую губернаторскую лямку и знает, почему фунт региональной власти. Это когда задачи и обязанностей миллион, а полномочий и ресурсов, увы, на все не хватает. Сегодня ровно год, как состоялась инаугурация Радия Хабирова после его уверенного избрания главой Башкортостана на второй срок. И также ровно год, как выходит в эфир наша авторская рубрика «Между нами». За это время через нее прошли десятки событий и тем, которыми живет Башкортостан. Они охватывают все сферы нашей современной жизни, от безусловной и беспрецедентной поддержки специальной военной операции нашей республикой до экономики, социалки и культуры. Проблем на самом деле хватает. Времена непростые. Работа выше крыши, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если перефразировать крылатое выражение Глеба Жеглова, порядок в стране определяется не наличием проблем, а умением властей с ними справляться. Главное, что караван Башкортостана уверенно идет дальше. И у этого каравана есть лидер. Он реальный и настоящий. Умеет брать на себя ответственность и принимать сложные решения. Все-таки большая политика – жесткая профессия, которая не терпит случайных людей. Наши российские реалии таковы. Сегодня мало просто обозначить нужную задачу. Надо еще и добиться ее выполнения. Через «не могу», через сомнения союзников и желчное злорадство врагов. Этим и отличается настоящий руководитель от декоративного. Так что, Ради Фаритович, раз уж взялись за гуш, давайте, тяните дальше. Сегодня каждый новый крупный объект или стройка – это вдвойне повод для радости и гордости, потому что это уже история преодоления в нынешних условиях очень ограниченных возможностей и ресурсов. Потому что все для фронта, все для победы. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо. Да, совсем скоро долгожданное открытие Бельского старого арочного моста. Потому что в каждом тоннеле, друзья, есть свет.